Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Друзья, важная информация. Скоро мы с вами будем встречаться онлайн. Я буду более подробно рассказывать о нашем деле спасения, отвечать на ваши вопросы и пожелания, то есть проводить стримы. Мы зарегистрировались на Donation, и сейчас из любой страны вы можете отправлять помощь для хвостиков и оставлять ваши вопросы через этот сайт. Ссылка в описании под роликом. У меня к вам большая просьба, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях, как у вас получается, проходит ли платеж, из какой страны. Очень важно знать, работает ли эта система. Привет всем от Марселя. У него все хорошо, есть небольшие трудности с правилами проживания в квартире. Гуляет на улице, а туалет дома. Такое часто бывает, особенно у мальчиков. Пройдет, однозначно. Пожелаем хозяйке терпения. Все наладится со временем. Все будет хорошо. Марсель, будь же умницей. Прошла отправка якутских подростков в Германию. Также уехали и краснодарские щенки. Будем ждать первые приветы уже из дома. Обязательно вам покажем и расскажем. А жизнь на передержках идет в обычном режиме. Теперь вот у этих хвостиков заканчивается опять корм. И так по кругу. Одна, другая, третья, четвертая передержки. Поэтому нам всегда нужна ваша помощь, ваша поддержка. Друзья, хочу напомнить вам историю Кузьмы. В августе прошлого года он был сбит машиной и 2 недели валялся у дороги. Никому не было дела до него. Не сумев встать, он кое-как отполз поодаль от дороги. Мы забрали его через 2 недели после происшествия, как только узнали. Но вывести моментально не смогли. Было лето пожаров. Горела тайга, и вы помните это. Пассажиры не летали. Потом была неблагополучная передержка там же, ведь его никто не брал до ожидания самолета. Потом кое-как мы его забрали с этой передержки. Время работало против него. И только 15 сентября он прилетел первым рейсом, как только эти рейсы появились. В Москве сразу же с самолета по клиникам, хирургам. В тот же день объехали 2 докторов. Потом было МРТ, цеплялись за любую надежду, шанс сохранить ногу. Но, увы, все нервные окончания были оборваны. Чувствительности нет. И вердикт один – ампутация. И вот только сейчас эта острая необходимость уже созрела.
Он падает, не чувствует ногу, ранит ее об асфальт. Возникают проблемы, чтобы не загноилось. Друзья, нам надо срочно его оперировать. Нам нужна помощь на операцию. Нам надо, чтобы он мог уверенно прыгать, бегать на 3 лапах. Нам очень нужна ваша помощь, друзья. Помогите, пожалуйста, спасти Коську. Спасти и восстановить его здоровье. Помогите, пожалуйста. Ну и новости о Никитке. Привет! Привет, мой сладкий! Ну что, твой звездный час. Я тебя забираю. Я забираю, ты теперь не будешь за мной бежать. Я тебя забираю, мой сладенький. Привет, мой жучочек. Поехали. Поехали, моя родная булочка. Поехали, я тебя забираю. Поехали. Поехали, мой сладкий. Скорей. Давай, давай. Скорей, забираю. Забираю, ура! Да, поехали. Ну давай. Ну давай, садись, скорей, иди ко мне. Иди, поедем, скорей. Давай, давай скорей, на. Иди сюда, маленький, иди, поедем. Ты мой сладенький, ты спал. Ты спал, мой носик, спал. Вот здесь он жил. Вот здесь, под этим деревом. Ты весь он в каких-то этих колючках. Поехали, родной, поехали. Все, жизнь поменяется. Все поменяется, мой сладкий, поехали. Поехали, моя булочка, давай. Давай ляпочку, давай. Поехали. Ты мой красавчик, дождался. Сейчас дома покушаем, да? Ты дождался свое счастье, рыбка моя. Жарко здесь в лесу, да? Поехали, мой сладкий. Я благодарю всех, кто откликнулся на финкураторство, друзья. Да, мы его забрали. И когда Никитку повезли отправлять в Москву, а это было в 12 часов ночи, на заправке к волонтеру Евгении, которая отправляла Никитку к машине, подбежал и уткнулся мордочкой в ладони вот этот малыш. Он даже бросил кусок пиццы, которым его кто-то угостил. Времени на раздумье не было. Машина должна была уже выезжать. Но и отказать Гоше я не смогла. Уж очень он добрым, ласковым показался и таким беззащитным. Среди машин, любая машина могла бы его сбить в любой момент. И вот Никитка приехал не один, а с таким же бедолагой. Назвала его Гошей. Гоше также нужны финкураторы. Сейчас тебе тоже дадим водички, так что все нормально будет, все хорошо будет. Сейчас тебе еще налью, сейчас. Мол, сколько терпел ты, а? Молодец. Чистоплодная собачка. Пойдем, водички попьем. Пойдем, моя собачка. Пошли. Пойдем, тебя не приучали. Пойдем, водички попьем, пойдем. Иди сюда, моя собачка. Иди, сейчас водички попьем. Поедешь, там тебя накормят, все будет хорошо. Вот этого черного песика мы мельком показывали 1,5 месяца назад, и на него был отклик. Мы хотели его вывести, но нам его не отдали. Сказали, что он забронирован, его заберет местная семья. Вот прошло 1,5 месяца, они его не забрали, он остался в ППЖ.
никому не нужный. И себе не взяли, и другим не отдали. Если кто пожелает вернуть собачке тот отнятый шанс на счастье, напишите. Быстро организуем. Возможность у нее есть только на 14 июня. Жалко ее просто. Веселая, ничего не понимающая. А сейчас будет просто порвана в любой момент.